эфире программа «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии Дарья Короленкова. Добрый вечер. В начале коротко о темах. В Якутии пересмотрят тарифы на электроотопление для жителей Вилюйской группы улусов. Для этого создали рабочую группу, которая детально проанализирует счета жителей. В Мархе женщина уже 10 лет живет при нулевой температуре. Все обращения в управляющую компанию остались без ответа. Узнаем подробности о проблеме. В Якутии продолжаются январские совещания работников сферы образования. В центре внимания патриотическое воспитание подрастающего поколения. В столице республики встретили Всероссийский фестиваль «Студенческая спортивная ночь». Празднование объединяет с собой учащихся средних и высших заведений. Впервые в Якутске представят музыкальное театральное шоу «Так звучит Якутия». Создатели представления обещают погрузить зрителей в незабываемую атмосферу. Глава Якутии Арсений Николаев стал участником заседания правительственной комиссии под руководством Юрия Трутнева, где ключевыми темами стали доступность здравоохранения и поддержка семей. В ходе встречи было озвучено, что в 2026 году на повышение качества медпомощи в ДФО дополнительно направят 11 миллиардов рублей. Финансирование санитарной авиации к 2030 году вырастет почти на 32%. Особое внимание уделяют труднодоступным территориям. До 2030 года запланировано обновление 56 медобъектов и оснащение 11 перинатальных центров. Также на заседании отметили высокую эффективность дальневосточного демографического пакета, включая выплату в 1 миллион рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка. Дальневосточная надбавка работает на целый ряд направлений, но одним из основных для нас является использование части дальневосточной надбавки как раз для повышения эффективности работы теплоэнергетических систем, то есть для улучшения работы котельных, для повышения их эффективности, и 50% от дальневосточной надбавки должно быть использовано на эти цели. Заседание комиссии по переселению граждан из аварийного жилья прошло под председательством Дмитрия Садовникова. В ходе встречи правительство Якутии совместно с застройщиками рассмотрели вопросы, связанные с ходом строительства и предполагаемыми сроками сдачи многоквартирных домов. Ожидается, что часть объектов будет введена в эксплуатацию уже этой весной. К сожалению, у нас есть дома, которые отстали от графика. В целом мы должны за эти 3 года, за 22, 23, 24 годы ввести 216 домов, ввели 198 домов и 18 домов у нас остаются в работе. И сегодня подрядные организации, у каждого график работы идет по-разному, но мы требуем, чтобы объекты были сданы в первом квартале текущего года. С начала работы фонда капремонта в республике отремонтировано 1834 дома на сумму чуть более 11 миллиардов рублей. Это позволило повысить качество жизни для 232 тысяч якутян. Об этом сообщил замминистра ЖКХ и энергетики региона Сергей Киров. В 2025 году работы завершились в 132 домах, а в текущем году планируется обновить еще не менее 200 объектов. Списки адресов и сроки работ доступны на сайтах профильного министерства и фонда капремонта. Параллельно вступил в силу новый федеральный закон, упрощающий смену способа накопления средств на ремонт. Теперь решение собственников вступает в силу быстрее, а контроль за движением денег на спецсчетах стал прозрачнее. В Якутии пересмотрят тарифы на электроотопление для жителей Вилюйской группы улусов. Для этого создана рабочая группа, которая детально проанализирует счета жителей за электроотопление в текущий зимний период. До конца месяца эксперты выработают новые подходы. Это может быть как повышение порогов льготного тарифа, так и введение дополнительных адресных субсидий. Как сообщил глава Госкомцен Якутии, в состав группы вошли представители власти, муниципалитетов и энергетических компаний. Напомним, сейчас в Якутии действует один из самых низких в стране порогов для получения субсидий – 15% от дохода семьи.
Последние 10 лет жительница микрорайона Марха зимует при температуре 0 градусов в квартире. С проблемой в адрес общественного движения Народного фронта обратилась Надежда Стаскевич, проживающая по улице Газовиков, 18/1. Несмотря на обращение в управляющую компанию «Лидер Плюс», ситуация остается нерешенной. Надежда Юрьевна – ветеран труда, вдова, мать действующего участника СВО, который уже 4 года служит на передовой. Хозяйские заботы давно лежат на ее хрупких плечах. Справляется как может. Каждая зима – борьба за жизнь. Кроме всего прочего, Надежда борется с онкологией. После удаления образования в этом году снова предстоит операция в Москве. Здесь вот мыши завелись. Он мне все запинил. Все сделал. Тут у меня продукты, ну, как говорится, ой. Вот. Здесь я включаю вот так вот. Это я зашла 50 градусов. У меня здесь бачок лед. Здесь лед. Вот. И я взяла, неправильно сделала, я испугалась. Налила сюда горячую воду, и бачок лопнул, видимо, потому что я сюда свечу, там сыро. Буду покупать новый бачок. Смеситель сломался, я купила новый. Ну, я вот так вот эту рассеиватель сняла, и вот так вода бежит все время. Если она не будет бежать, то в туалете слива не будет, ничего не будет. Сегодня постирала, вот сюда вешаю, и так как руки сильно мне не выжимают, льется на пол, и здесь прямо лед стоит. Лед. Это сегодня на улице хорошо, поэтому так вот, ага. А так вот все как по-армейски, как муж военный. Рисовали солдаты его. Он у меня был командир роты. Эту картину он ее так и повешал, любил. Возили ее с собой везде. Раз 6-то переезжали, наверное. Когда вышла-то он лейтенант был. А потом майор сюда, в Якутск, нас прислали в воинскую часть. Жить приходится в одной комнате. Маленькую кухню хозяйка отогревает газовыми комфортками, духовкой и обогревателем. К слову, обогревающие устройства у нее в каждой комнате. Несмотря на то, что батареи горячие, температура дома зависит от погоды на улице. Сегодня, к примеру, плюс 7 градусов. Мы обращение написали в администрацию города Якутска для того, чтобы они создали комиссию, в состав которой будет входить управляющая компания, «Лидер Плюс», администрация, ну, представители округа Марха, для того, чтобы они провели обследование комиссионное, выявили причину, почему вот, ну, замерзает первый этаж, и, соответственно, потом устранили ее. Во-первых, мы ждем сейчас ответ от администрации официальной. Там будем смотреть по ситуации. На сегодняшний день администрация городского округа города Якутска после нашего сообщения в местную администрацию назначила выезд комиссии на осмотр 27 января. Наш телеканал будет освещать развитие события. Марферина Алексеева, Иван Саркоумов, Якутск. В микрорайоне Газовиков разворачивается серьезная коммунальная авария. Жилые дома оказались залиты канализационными стоками. Местные жители вынуждены жить в условиях невыносимого запаха и антисанитарии. Бьют тревогу и называют ситуацию борьбой за выживание. Подробности экологического ЧП в нашем сюжете. Проблема с водоотведением микрорайона зрела годами. И вот прорвалась наружу, затопив улицы и дворы. Коммунальный кошмар, о котором так долго предупреждали, стал суровой реальностью. Игнорирование жалоб и бездействие привели к тому, что люди вынуждены были обратиться за помощью в прокуратуру. У нас, например, возле нашего дома каждый год с наступлением холодов начинаются проблемы. То канализация бежит, то система водоснабжения. Оперативная реакция последовала незамедлительно. Комиссия во главе с прокурором прибыла на место происшествия, чтобы своими глазами увидеть масштабы бедствия. Осмотр затопленных территорий не оставил сомнений. Ситуация критическая. Коммунальным службам был дан жесткий срок – неделя на устранение аварии. За неделю мы выкопали траншею, подготовили переход. Сегодня-завтра мы вбиваем столбики, цепляем переход. То есть наша цель за вот эти 2 дня выходных до понедельника выставить диагональ, потому что канализация должна выставляться по уровню.
Однако действия управляющей компании пока вызывают лишь больше вопросов и тревоги. Выкопанная траншея, затопленная непонятной жидкостью, не только не решила проблему, но и усугубила ее. Жители микрорайона Газовиков опасаются за свое здоровье и безопасность. Когда они стали копать, она потихоньку прибывала. Ну, считай, вот к сегодняшней пятнице вы видите, да, зеленые воды наполняются, их не откачивают, потому что лед, они замерзают. И это явная, стопроцентная теперь угроза того, что эта вода, ну, реально уже теперь под моим домом будет. Прокуратура держит ситуацию под контролем. Еженедельные проверки гарантируют, что коммунальные службы не останутся безучастными к беде людей. Прокурор также подчеркнул необходимость проведения тщательной работы над системой водоотведения в летний период, чтобы установить фильтры в каждом доме и предотвратить повторение подобной катастрофы в будущем. Проделают временную канализацию, чтобы эту ситуацию стабилизировать, и вопросов у жителей по поводу наличия протечек, вопрос становится в канализации. Сейчас это все устранят, сделают. Вы даете им время на это? Не, я контрольный выезд, мы пока эту проблему не решим, еженедельно буду приезжать сюда смотреть на вот это все хозяйство. Сейчас они себе ставят сроки. На понедельник, да, ориентир. Жители Газовиков надеются, что на этот раз их голоса будут услышаны, и их дома вновь станут местом, где можно жить, а не выживать. В Якутии продолжаются январские совещания работников сферы образования. В центре внимания патриотическое воспитание подрастающего поколения и роль ветеранов боевых действий. Сегодня в школах республики работают ветераны, при этом сами педагоги нередко становятся военнослужащими. Сейчас службу проходит чуть больше 400 якутян, представителей системы образования. Участники обсудили вопросы популяризации ветеранского сообщества, профилактики правонарушений среди детей и поддержки семей военнослужащих. В совещании приняли участие более 20 представителей образовательной сферы. В планах образовать некое такое сообщество участников специальной военной операции, которые работают в системе образования. Основной целью будет это консолидация сил и средств, вообще в целом поддержка друг друга, ну и, конечно же, посыл подрастающему поколению, особое внимание на воспитательную работу, на патриотическое воспитание. Да. В целом проработаем план работы на год. Первое мероприятие, я полагаю, начнется у нас 23 февраля, в День защитника Отечества. Во Владивостоке на сопке «Орлиное гнездо» продолжается возведение музейного и театрального образовательного комплекса. Комплекс объединит филиалы 3 ведущих учреждений культуры – Третьяковской галереи, Мариинского театра и Российского государственного института сценических искусств. Подробнее в материале Иннокентия Кычкина. Во Владивостоке идет строительство самого масштабного на Дальнем Востоке культурно-образовательного комплекса. Данный объект объединит в себе филиалы 3 ведущих учреждений культуры – Мариинский театр, Третьяковскую галерею и Российский государственный институт сценических искусств. Общая площадь будущего центра составляет более 86 тысяч квадратных метров. В 2025 году ключевые работы были сосредоточены на формировании внутреннего каркаса здания, возведение перегородок, стен, плит перекрытия и консолей, а также монтаж инженерных коммуникаций и лифтового оборудования. Сейчас у нас очень активная фаза в строительстве. Это возведение перегородок, плит перекрытия, консолей, а также монтаж инженерных систем и лифтового оборудования. Также важным этапом стало завершение работ по устройству кровли на крыше института и завершение работ на ступенчатой кровле музейного комплекса. Одной из значимых работ является установка алюминиевого каркаса фасадной системы, а также остекление более половины всего комплекса. На данный момент смонтировано более 10 тысяч квадратных метров. Строительство культурно-образовательного комплекса во Владивостоке – часть федеральной программы по созданию 4 новых культурных центров в России, инициированной президентом Владимиром Путиным в 2018 году. Проект реализуется по заказу Фонда «Национальное культурное наследие» и направлен на развитие культурной инфраструктуры регионов. На территории театра в данный момент проходят работы по устройству каркаса из металлопрофиля, оклеивание стен из стеклохолста, и на лестничных маршах ведутся работы по монтажу керамогранита. Также на всей территории объекта проходят строительно-монтажные работы по прокладки внутренних и наружных инженерных сетей. На данном нашем объекте работы ведутся круглосуточно. Прямо сейчас я нахожусь в будущем филиале Мариинского театра во Владивостоке.
Позади меня находится подъемная сцена, глубина которой составляет около 14 метров. Это сделано для того, чтобы заменять декорации. Также позади находится зрительный зал, где будет 1400 посадочных мест. Интересным архитектурным решением стало возведение так называемых пергол. Это кровельная надстройка из металлических конструкций, которая после облицовки стеклянным фасадом сформирует треугольный силуэт всего комплекса. Строительные работы выполняет генеральный подрядчик «Стройтрансгаз Восток». «Стройтрансгаз» занимается строительством на данный момент 4 метоков. Это в Владивостоке, в Севастополе, в Кемерово и в Калининграде. Стройка объединяет в себе строителей из 132 городов нашей страны. Уже этот комплекс называют жемчужиной нашего города. Культурно-образовательный комплекс на сопке «Орлиное гнездо» обещает стать одной из ведущих и привлекательнейших культурных учреждений России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Иннокентий Кычкин, Владивосток. Свое столетие отпраздновала жительница республики Анна Евсеевна Атласова. В честь знаменательной даты ее торжественно вручили почетный знак долгожителя Якутии ЮСАС, к которому прилагается единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. Анна Евсеевна родилась 23 января 1926 года в селе Тастах Намского района. Рано оставшись без отца, она воспитывалась в семье брата-матери. В годы Великой Отечественной войны девушка училась на счетовода и всю последующую жизнь посвятила бухгалтерии в сфере здравоохранения, проработав в Нюрбинском, Момском районах и Якутске. Она книги читает, и моя обязанность ходить по библиотекам. Она записана на библиотеку Белинского и национальную библиотеку. Потом внуки подарили планшет, чтобы она там тоже пользовалась и тоже заходила. Ну, сайты сделали, и она заходит, читает там газеты. Так что, мне кажется, если вот долголетие, секрет долголетия в том, что надо иметь очень большой интерес к жизни, видимо, и ко всему, что происходит вокруг. Ученик 11 класса Арчим Юмшанов из Якутии на прошлой неделе стал победителем престижной 22-й международной олимпиады по математике, завоевав золотую медаль. Арчим является учащимся республиканского лицея-интерната, честь которого на олимпиаде защищали еще 6 учеников. Якутскую команду сопровождали 2 руководителя учителя лицея. Соревнования проходили по математике, физике и информатике. Олимпиада проходила в январе в городе Алматы, Республики Казахстан, и собрала участников из специализированных физико-математических школ со всего мира. В декабре-январе мы сильно готовились к этой олимпиаде. Ежегодно 7 участников и 2 руководителя выезжают туда. Но в этом году успешное выступление одного ученика, это ученик 11 класса Юмшанов Арчим. Это не результат одного или нескольких там месяцев, нет, это результат скольки лет. Ну, с 5 класса, значит, это 7 лет учебы. И я был приятно удивлен, так же, как и мой учитель, который был со мной. 25 января свой праздник отмечают российские студенты. По традиции в этот день во всех учебных заведениях царит особая атмосфера. Проходят торжественные праздничные мероприятия, посвященные студенчеству. О том, как отметили грядущий праздник в СФФУ, расскажет моя коллега Лилия Бурцева. В преддверии Дня студента в СФУ была подготовлена обширная программа. Институты и факультеты поздравили своих лучших обучающихся, тех, кто отличился в учебе, активно участвовал в жизни университета и добился больших побед в спортивных соревнованиях. Мы стараемся давать возможности вообще по всем направлениям нашим студентам. У нас студентов очень много и, конечно, интересов очень много. И поэтому наша задача – это заинтересовать всех, вовлечь всех, не только образование, наука, и культурно-творческую, общественную деятельность, и чтобы воспитать тех самых людей, которые будут работать во благо нашей республики и страны в целом. Лучшие студенты в СФУ отмечены ведомственными наградами и именными стипендиями за достижения в различных видах деятельностей. Сами же обучающиеся не планируют сдавать обороты и отмечают высокую поддержку во всех областях. Когда поступила в университет, я продолжила заниматься наукой. Чудесные преподаватели, которые поддерживают все мои идеи, они помогают развивать мои исследования. Просто хочется сказать то, что университет принимает участие в огромных, больших и интересных конкурсах. И, конечно же, СФУ помогает нам во всех наших свершениях и исполнении всех целей. Мое студенчество проходит весело, интересно. Помимо учебы есть чем заняться в свободное время. Я бы описал студенчество
как возможность для роста, развития в разных направлениях, помимо учебы, коммуникация с новыми интересными людьми, которые также могут достичь чего-то в будущем, и новые знакомства. В Северо-Восточном федеральном университете 2026 год объявлен годом инженерного образования. В год 70-летия основания университета планируется усилить работу по созданию нового облика учебного заведения. Лилия Бурцева, Станислав Потапов, Якутск. От Москвы и Санкт-Петербурга до Дальнего Востока в столице республики встретили Всероссийский фестиваль «Студенческая спортивная ночь». Празднование объединяет собой учащихся средних и высших заведений. Подробнее о фестивале узнаем у Анастасии Пуляевой. Активный отдых, новые знакомства и живое общение. Так в столице республики состоялось бесплатное массовое катание на коньках в рамках Всероссийского фестиваля «Студенческая спортивная ночь». Программа мероприятия насыщенная, музыкальные номера и даже мастер-класс по хоккею. Будет показательное выступление также хоккейной команды, потом будет музыкальный номер студентов СВФУ. Такие мероприятия объединяют студентов непосредственно только в нашей республике, получается. Во всей стране будет объединение именно студенческих движений. Это оздоровление студентов, получается, и привлечение к здоровому образу жизни. Популяризация активного и здорового образа жизни среди молодежи – одна из ключевых задач фестиваля. В целом Татьянин день планируется отметить по всей стране. Информация о празднике на льду размещена в Москве, Омске, Благовещенске и других городах, в том числе и в Якутске. Здесь массовое катание посетило около 240 человек. Об этом мероприятии мы узнали из рассылок, было объявление. Я работаю со студентами Института физической культуры и спорта студенческого городке живут наши студенты, и они даже очень обрадовались, что есть возможность покататься в таком замечательном сооружении спортивном. Ну, катание отлично и очень хорошие условия. Для студентов это такая насыщенные дни. Конечно, каток всегда сплощает. Тем более в такие начала года учебного все уже, наверное, подустали. И вот время отдохнуть, каток – это самое то. Одним из организаторов массового катания выступает и Российский студенческий спортивный союз. Всего в этом году планируется провести и поддержать своим участием около 500 мероприятий по всей стране. В их число входит и Международный фестиваль молодежи, который состоится этой осенью в Екатеринбурге. Спортивная часть, составляющая сейчас обязательно будет, но мы вместе Министерства спорта Российской Федерации, Росмолодежи, Министерство высшего образования подали заявку, что провести там 10 спортивных соревнований. В том числе я как руководитель национальных и неолимпийских видов спорта хочу провести там чемпионат мира среди масс-рестлинг среди студентов впервые. Активное празднование Дня российского студенчества объединяет собой учащихся средних и высших заведений, начиная с 2005 года. В 2026 же планируется целый цикл мероприятий, где фестиваль «Студенческая спортивная ночь» стал хорошим началом. Анастасия Пуляева, Артур Наговицын, Якутск. Что, если оркестр не только сыграет? Впервые в Якутске представят музыкально-театральное шоу «Так звучит Якутия». Сцена объединит сотни молодых артистов из разных творческих коллективов, а создатели представления обещают погрузить зрителя в незабываемую атмосферу. В закулисье постановки побывала Саргалана Неустроева. От полета Валькирии до саундтреков из «Властелина колец». Шоу «Так звучит Якутия» по-настоящему мультижанровая история. И в этом главный вызов для режиссера. За постановку представления отвечает Лена Аленова, актриса театра Олонхо. Для нее это первый масштабный проект. Я думаю, музыка, она сама по себе, это пение души, это катарсис сам, да? Она освещает все вокруг себя. И в синтезе вот со всеми видами искусства это получается нечто такое масштабное, глобальное. Коллектив хоть и разнообразный, но молодой и заряженный энергией. И эти эмоции они стремятся передать зрителю. В этом концерте мы будем петь 3 песни. Песни Майкла Джексона «Прекрасное далеко» и финальная песня «Жалоха Випин», там все выходят. Как коллектив волнуется вообще перед выступлением? Ну, мы уже привыкшие, мы уже очень много раз выступали, поэтому мы не так волнуемся.
А вот исполнительница главной роли, актриса Алиса Ларионова, в отличие от своих юных коллег, все же испытывает легкий мандраж. Девушка признается, обуздать свои чувства и вжиться в роли ей помогает музыка. К слову, часть композиции Ларионова исполнит сама. Сопровождение с живым оркестром, с филармонией. Будем исполнять все песни вживую. Я вот с детства пою, и вот предоставился такой шанс уникальный, скажем так, исполнить песни на иностранных языках. Волнуюсь, надеюсь, получится. Удовлетворит шоу и запросы любителей андеграунда, ведь на сцене наравне с филармонией выступит рок-группа Elements of Dust. Сами организаторы ожидают аншлаг, билеты почти раскуплены. Само представление состоит из 3 частей. Так звучит Якутия, потому что у нас в представлении участвуют только участники из Якутии. У нас нет приезжих, каких-то приглашенных. Да? Мы хотим показать все культурное, богатое наследие наших участников, которые будут исполнять на сцене произведения, петь. Иными словами, цель шоу – раскрыть весь потенциал якутского таланта. В таком составе на сцене артисты выступят лишь раз, повторов не будет, предупреждают организаторы. Но отмечают – ждите других проектов. Сарглана Неустроева, Станислав Потапов, Якутск. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Всего доброго и удачного продолжения дня.